Конкурс на зачисление в базу Национального резерва кадров был объявлен в декабре 2017 года. Всего было подано 864 заявки от 715 человек. Конкуренцию осилили всего 20% этих людей. 34 кандидата были рекомендованы к включению в список резервистов, 21 на высшеполитические и 13 на административные должности. Для справки, главные должности – это заведующие отделов и управлений, а высшие – замминистра и статс-секретари. Они уже состоявшиеся управленцы, можно сказать. А главное отличие нынешнего Национального резерва кадров от предыдущего в том, что, вот, как я отметил, на этот раз кандидаты могли подавать только на высшие и на главные должности. Ранее могли подавать и на младшие должности. То есть в нынешнем формате это, можно сказать, элита госслужащих. Перед тем, как резервистов представят соискателям, они пройдут курсы по повышению квалификации. Уроки чиновникам нового поколения будут преподаваться в аудиториях Академии госуправления при президенте. Они должны стать сильными лидерами, обладающими аналитическим мышлением, умеющими брать на себя ответственность за принятые решения, рассказывает ректор вуза Алмаз Насыров. По итогам конкурсного отбора в Национальный резерв будут проведены соответствующие курсы повышения потенциала, которые будут реализованы не только в Кыргызской республике, но и за пределами Кыргызской республики. Хотелось бы четко отметить, что в Академии государственного управления с 2016 года уже проводится реформа, и сегодняшний концепт Академии – это не просто вузовская подготовка. Мы полностью ликвидируем вузовский компонент. Мы сегодня делаем акцент на фундаментальную подготовку государственных служащих. По закону конкурс на зачисление в Национальный резерв кадров должен проходить как минимум один раз в год. В этом году конкурс еще не анонсировали. Будущий кандидат на включение в базу кадров в обязательном порядке должен быть гражданином Кыргызстана старше 21 года, иметь образование и опыт работы от 3 и более лет. На зачисление в Национальный резерв кадров конкурс состоит из 4 этапов. Первый этап – это рассмотрение документов на соответствие квалифтребованию. Те, кто проходит дальше, они должны сдать компьютерный тест на знание законодательства Кыргызской республики. Третий этап – это практическое задание. Там вычисляют уже аналитические способности кандидата. Заключительный этап, 4-й этап – это собеседование непосредственно с комиссией по Национальному резерву кадров. Алтынбек Ланпеков, Общественный, Первый канал.